Мир вам, братья и сестры! С днем памяти святого великомученика Пантелеимона, великого целителя и покровителя военно-морского флота. Вот с Божьей помощью нож соорудили для очень большого человека. Написал у него рука 12 сантиметров. У меня вот 9, например, а у него 12. Ну и нож, соответственно, такой тоже массивный. Потому что просьба была, чтобы он не терялся, как бы. Ну и сразу приступим к испытаниям. Да, видно. Жди, поближе. 85 килограмм последний раз весил. Так, это у нас круг лося. Всей кромочкой, чтобы никто ничего не говорил. Так. Это такая линия хамон, линия закалки. Клетка такая. Сувик березы, хвостовик до конца почти доходит. Ну, где-то пару сантиметров. Вот так примерно. Так, теперь. Вот. Резина такая с кордом. Видно, да, что он? Такие вот отрезает. Полосочки легко. Здесь можно и тоненько строгать, и как следует. И теперь что еще? Рыбий хвостик. В принципе, вот так можно тоже показать. Тут кожа сухая. Так. На меня отлетело. У тебя отлетело? Да. Ну такие вот, да, кожаные кусочки отрезают. Вот двумя пальчиками держу. По газетке вот так вот примерно режет. Так вот, хотел показать уход. Значит, клинок склонен к коррозии, его надо мазать. Это углеродка простая, такая же, как 1000 лет назад по составу. То есть углерод и железо, никаких легирующих элементов. Очень много циклов ковки, зонная закалка. Так, вот ровный брусок, плоскость у него вот это вот очень ровная, деревянный. Кусок наждачки
на него. Это вот в автомагазинах такая продается, но вот гридность в зависимости от затупления смотрите. Ну, можно там 600 с 500 начинать, смотря какая, насколько затупился. И вот по плоскости прям со стороны дула. Ну, лучше это делать, конечно, вот на что-нибудь оперев, чтобы не порезаться. Это я уже привык на весу как бы. А так вот такая вот фигня бывает, что он вот так вот раз скатывается и прямо вот сюда можно. Поэтому лучше вот на стол, например, положить и таким вот образом править. С обратной стороны просто вот заусенчики как бы снять. Это можно сделать даже вот об ножны. Тоже вот так вот. Ножны, можжевельник внутри полностью. Вентиляция, продув. То есть вода стекает, клинок вентилируется, меньше ржавеет так. Ножнами можно раздувать костер. То есть дутье получается очень хорошее такое. Можно ножнами удлинить нож сам до щелчка. И она получается такой уже больше 50 сантиметров по длине, в общем. Такая вот получается штучка интересная. Вот. Что еще? Ну, мажу я домашним баллистолом. И клинок, и ножны. Ну, кожа тоже в уходе нуждается. Домашний баллистол — это 20 грамм скипидара, 25 грамм керосина и 100 грамм вазелиновое масло. Все перемешиваете и потом вот мажете клинок, мажете ножны. В общем, вроде бы все. Всего доброго. До свидания.